Рахмат. Айтсаңыздар, урматтуу ички иштер министри да, бүгүнкү күндө эгер ошол алимент боюнча судоисполнительди демени ошол злостный неплательщикти негизи бул аталар да таппаса, ишти немеге берет экен да, розыска бергенде ошол кейсти иш силерге түшөт экен, сиздерге, МВДга. Ошондой ооба. Ошондо бүгүнкү күндө канча адам ушул не злостный төлөөдөн качкан канча аталарыбыз бар? Энелерибизби? Так, урматтуу Эльвира Журалбековна, бүгүнкү күнү, значит, вообще бүгүнкү күнү издөө иш-чараларга 1308 киши жайралган. Жалпысынан 2020 жылда 103. Ошондо айтып бересизби? Ошондо МВД кантип иштейт? Ушундай иш сиздерге түшкөндө сиздин атайын отдел барбы же бул кимге түшөт? Жумуш кантип жүрөт? Ошо процедурасын айтып бересизби? Эльвира Жолорбековна, ошо розыск жарыялгандан кийин ошондой розыскное задание берилет. Жергиликтүү ички иштер органдардын бөлүмдөр ошо ишти алып барат. Ыкчам кызматкерлер, анан жана аймактык тескөчүлөр. Эмнеге ушунча саны көп болуп атат? Сиздин оюңузча эмнеге МВДге түшкөндөн кийин ушундай мындай, как сказать, штрафы мисалы көп болуп кеткенде 100 сом төлөп койсо же 50 сом төлөп койсо уже тиги неме мындай как преступление катары саналбай калат дегенде ошол мен туура түшүнүп атам да, Если есть неплательщик, и, допустим, у него долг очень большой по алиментам, и если он заплатит 100 сомов, допустим, внесет, это уже не считается как злостный неплательщик. Так идет по закону, да? Юрий Дергович, мне сейчас тяжело сказать о порядке оплаты, либо но самое главное, это злостно, это там действительно есть определенная сумма, которая позволяет государству объявить его в розыск. Просто он потом, скорее всего, он потом доказывает источник финансирования, где он работает, и на основании этого он снимается, как вы сказали, правильно? И в большей части, видимо, они показывают справки о том, что они не зарабатывают или мало зарабатывают, да, ну, если есть люди, у которых есть возможность оплатить, да, Минсоцтруд, наверное, тоже об этом знают. Но женщины, которые к нам обращаются, да, очень часто возмущаются, что сотрудники, допустим, розыска, да, вот, ну, кто занимается этим, они сами иногда даже советуют им: оплатите в кассу, допустим, 100 сомов или какую-то сумму, и вы уже не будете злостными неплательщиками. Вот это правда? Нет, я имею в виду, вот если там вы какую-то часть суммы внести, оказывается, ты уже не считаешься злостным неплательщиком. Давайте мы разберемся с этим. Я просто об этих фактах не знаю, и мы вам в письменном виде мы доложим. Вахтыңыз бар? Бар ғой. Алмаз Кадырмаевич, и я хочу сказать, про вчерашнее наше обсуждение, все-таки, видимо, пока вы лично не вмешались, в Сокулуке... секунд. В Сокулуке, видимо, благодаря вам был задержан вчера этот педофил. То есть я хочу вас поблагодарить. Пока вчера лично вы не взяли под свой этот контроль, этот вопрос не был решен. Вчера вечером его задержали, и это конкретно пока вы не сказали. Помимо этого, мы назначили служебное расследование, и те факты, которые вы вчера озвучили на комитете по правопорядку, значит, мы именно в отношении наших должностных лиц будем проводить служебную проверку, я думаю, по всей строгости законом в дисциплинарном порядке. А если там будут, значит, какие-то, может быть, элементы преступления, будут, значит, давать уже органы прокуратуры.